Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейбшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в Абхазии и не только. Сегодня в выпуске. Аслан Бжаня провел встречу с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Памяти репатрианта, ветерана Отечественной войны, народа Абхазии, мецената и большого патриота Санера Гогуа. В Абиги открылась научная сессия, посвященная 70-летию со дня рождения ученых-языковедов Вячеслава Бганба и Эммы Килба. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел встречу с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Как сообщает пресс-служба администрации президента, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и социально-экономического развития Абхазии. С учетом наступающего туристического сезона обсуждены вопросы обеспечения безопасности прибывающих в Абхазию российских туристов. Аслан Бжаня находится в Москве с рабочим визитом. В российской столице президент проведет встречи в администрации президента России, правительстве и Совете безопасности. Гудаузский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ираклия Богателя. У Даура Богателя взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ираклий и Даур Богателя были задержаны по подозрению в повреждении ствола Кавказской липы на исторической поляне Лыхнашта, имевшем место 5 апреля. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров прошло в здании СГБ. Были заслушаны показания эксперта Геннадия Бобуа. На предыдущем заседании сторона защиты выступила с ходатайством, согласно которому при проведении следственного действия в отношении подсудимого Бганба было допущено нарушение, в связи с чем и были приглашены эксперты Геннадий Бобуа, Маврик Чагава и Аслан Берзеня. Геннадий Бобуа в период вынесения заключения экспертов в отношении свидетельствуемого Бганба возглавлял экспертное учреждение. По его словам, следственными органами было подставлено 7 вопросов, на которые экспертная группа постаралась ответить. Вот некоторые из них. Какие телесные повреждения имеются на теле Бганба? Какова их давность? Имелись ли они 22 ноября 2019 года? Если да, то имеются ли огнестрельные ранения и их количество? По результатам осмотра Бганба на правом бедре было обнаружено одно травматическое ранение, характерное для огнестрельного, отметил медэксперт. Давностью ранения обозначаются сроки не менее 6 месяцев и не более 1,5 лет. Чтобы удостовериться коллегиально, было решено сделать компьютерную томографию. Репортаж заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров смотрите в информационном выпуске 19 апреля. На 52-м году жизни после продолжительной болезни скончался репатриант, депутат парламента 4-го созыва, ветеран Отечественной войны, народа Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени Санер Нежмиевич Гогуа. Около 2 месяцев назад его перевели из Стамбула в один из реабилитационных центров Москвы. Это большая утрата как для родных и близких Санера Гогуа, так и для народа Абхазии. Санер Гогуа родился в Турции в семье потомков абхазских махаджиров. Он один из первых студентов-репатриантов, поступивших в Абхазский государственный университет, где и застигла его Отечественная война народа Абхазии. Санер Гогуа воевал в отряде северокавказских добровольцев. После войны был назначен заместителем главы администрации города Гагра, затем помощником директора Башаран-колледжа. В разные годы был генеральным директором фирмы «Элиф», полномочным представителем торгово-промышленной палаты Абхазии в Турецкой республике, вице-президентом ТПП. С 2016 года возглавлял Международный фонд Абсны, основная деятельность которого была направлена на благотворительность. Это помощь социально незащищенным слоям населения, реализация проектов по улучшению демографической ситуации, развитию абхазского языка, помощи многодетным семьям. Особое внимание фонд уделял больным детям. Будучи депутатом парламента, Санер Гогуа проводил огромную работу по налаживанию внешних связей. Его коллеги и друзья отмечают особые лидерские качества и харизму, которыми обладал Санер Гогуа. Я удивлялся его энтузиазму, его стремлению сделать в своей стране что-то правильное и хорошее. После того, как закончилась война, я с ним тогда познакомился. Я знаю, что он приехал в 90-х годах в Абхазию для того, чтобы учиться здесь и учить абхазский язык. И он поступил на филологический факультет.
И этот человек очень активно учил этот язык. Все говорят, преподаватели хорошо его учил. И вместе с тем он посещал не только филологические знания, получал он и ходил еще и на экономический факультет, на юридический факультет. Он хотел понять вот мир, для него был Абхазия новый мир, и он хотел постигнуть этот мир, узнать, как устроен этот мир. Это мало кто стремится к такому, а он именно к этому стремился. Ярчайшая личность, очень тяжело о нем в прошедшем времени. Это был преданный друг, отзывчивый человек, гражданин, патриот. И это очень большая, очень тяжелая потеря, очень. Мы с ним вместе, знаете, очень много посвятили усилий лоббированию Абхазии в Латинской Америке. Мы всю Латинскую Америку с Сонером вдвоем вместе, с нами была еще Асида Инапшба и Иракли Тужба. Но большую часть времени это были мы втроем. Я, Сонер, Асида. Мы проехали всю Латинскую Америку вместе. Мы всю работу вели вместе. Затем мы вместе с Сонером работали в торгово-промышленной палате, в должностях вице-президентов. Затем мы с ним пришли к мысли, это была его идея, конечно, которую я поддержал с удовольствием, это создание благотворительного фонда, общественной организации, Международный фонд Апсны. И он оказывал поддержку всем практически нуждающимся. Мы за эти годы сделали очень много хороших, добрых дел. И все это благодаря Сонеру. Его усилиям, его идеям, его финансированию. Самое то, что мне жалко, он достаточно для одной человеческой жизни, он достаточно сделал хорошего другим. А для себя он мало чего успел. Вот это мне и обидно больше всего. В нашей сегодняшней программе смотрите передачу Ирины Агрба «35. Парламентский час» с Сонером Гогуа. Эта программа была записана в бытность Сонера Гогуа депутатом Народного собрания. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана Государственная комиссия по организации похорон Сонера Гогуа. Возглавляет комиссию первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. К другим новостям. Братья Абазины привезли пятнашки национальные гостинцы из Абазашты. Представители общественной организации Абаза Кашер, Умар Кончев, Ахмед Бетирбиев и Мурат Храчев прибыли в Донецк, чтобы выразить благодарность интернациональной бригаде за героизм и мужество, которое они проявляют при защите государственности Российской Федерации. В Абиге открылась 67-я итоговая научная сессия, посвященная 70-летию со дня рождения ученых-языковедов, героя Абхазии Вячеслава Бганба и кандидата филологических наук Эммы Килба. О первом дне работы научного форума расскажет Эсма Гуланзе. В этом году исполняется 70 лет со дня рождения языковедов Вячеслава Бганба и Эммы Килба. Они родились в один год, создали семейный союз, ушли из жизни с разницей в 12 лет, оставив значимый след в абхазской науке. О Вячеславе Бганба можно сказать ученый, который стал воином. Еще с советских времен он был активным участником национально-освободительного движения. Во время Отечественной войны народа Абхазии был тяжело ранен, побывал в грузинском плену. Вячеслав Бганба – герой Абхазии. То есть он не только неформальный герой, еще и формальный герой. Воевал он на Восточном и Кумистинском фронтах. Во время памятного наступления на Чимчиру в ночь с 25 на 26 октября 1992 года Вячеслав Бганба, тяжело раненый, попал в плен. После этого через некоторое время его обменяли. После того, как его подлечили, он был в состоянии встать в строй, участвовал во всех операциях, сперва как рядовой участник, потом как заместитель командира бригады. Ученый, исследовавший родной язык, герой войны, всем сердцем болевший за судьбу Абхазии. Именно такой сегодня видится личность Вячеслава Бганба. Если говорить о нем как о человеке, он человек абсолютно не воспринимал высокомерие.
был лишен всякой вот этой ставшей модной фальши. Но при этом удивительным образом он все эти качества, свою бескомпромиссность сочетал с тактичностью. Эмма Килба была специалистом в области грамматики абхазского языка и диалектологии. Кандидат филологических наук, доцент кафедры абхазского языка АГУ. В разные годы она работала старшим преподавателем университета, старшим научным сотрудником, затем заместителем директора АБИГИ. Эмма Киамоновна, занималась определенной областью в изучении абхазского языка. Ее кандидатская диссертация была посвящена речи батумских абхазов. Более того, Эмма Киамоновна создала, собственно говоря, по ее инициативе была создана лаборатория диалектологическая, которая по сей день работает и вполне, можно сказать, успешно. В послевоенные годы благодаря Эмме Килба была проделана большая организационная работа по сохранению Института гуманитарных исследований и объединению коллектива. Институт наш был сожжен. Собственно говоря, не было ни крыши над головой и вообще ничего для того, чтобы начать работу. Может быть, у кого-то даже складывалось впечатление, что этот коллектив невозможно будет собрать. Но я был свидетелем и участником того, что она и Владимир Владимирович Дарсалия, который был сразу во время войны и после войны заместителем директора института, как они собирали нас, как они проводили различные научные мероприятия, чтения и доклады. Я напомню, что это был 1994 год, когда, собственно говоря, о какой-то зарплате или о чем-то речи вообще не было. 67-я итоговая научная сессия АБИГИ продлится до 21 апреля. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Соревнованиями по пожарно-спасательному спорту отметили в МЧС День пожарной охраны. В них приняли участие 7 команд, все районные пожарно-спасательные службы. Участники соревновались в 4 видах пожарно-спасательного спорта: подъеме по выдвижной лестнице, подъеме по штурмовой лестнице, беге по 100-метровой полосе с препятствиями и боевом развертывании. Все подробности в материале пресс-службы МЧС. Чемпионат прошел на базе пожарно-спасательной части Гулырбского района и был приурочен ко Дню пожарной охраны. В нем приняли участие представители всех районных подразделений МЧС страны. Соревнования проходили по таким дисциплинам, как скоростной подъем по штурмовой, а также выдвижной трехколенчатой пожарной лестнице, боевому развертыванию пожарного подразделения, а также преодолению 100-метровой дистанции с препятствиями. Борьба за призовые места была весьма упорной. Участникам команд пришлось проявить максимум умения и подготовки при прохождении дистанции. Давай! Итоговая таблица чемпионата по пожарно-спасательному спорту выглядит следующим образом. На 3-м месте команда из Ачамчиры, вторыми были пожарные из ПСО города Сухума, а чемпионом МЧС этого года стала команда пожарно-спасательной части Гулырбского района. Традиционно каждый год проводим такие соревнования. Они нам показывают готовность, боеготовность наших подразделений. И по этому поводу я хочу сказать всем огромное спасибо. Старались. Еще раз вас всех с праздником. Больших побед!
В среду, 19 апреля, состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включен 21 вопрос. Депутатам предстоит избрать уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. На эту должность представлены две кандидатуры – Диана Кирселян и Анна Скишмария. Две кандидатуры представлены и на должность председателя контрольной палаты. Это Кама Гогия и Каха Пертая. Планируется внесение изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования НДС, а также в сфере инвестиционной деятельности и налогообложения. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 19 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.